Создание единого культурно-информационного пространства между Абхазией и республиками Северного Кавказа – вот главная цель первого международного форума. Сегодня Абхазия стоит на пути восстановления связей с братскими народами Северного Кавказа. И именно поэтому нужно объединить усилия научно-творческой интеллигенции по реализации всех существующих задач, отмечалось в выступлениях на форуме. Необходимо укреплять культурные и научные связи, а также создавать экспертно-аналитические площадки не только с республиками Северного Кавказа и России, но и другими государствами, отметил в частности в своем выступлении президент Абхазии Рауль Хаджимба. Процессы глобализации подразумевают не только усиление региональных взаимосвязей, но и возникновение новых угроз безопасности, требующих адекватного и своевременного реагирования. Мы отдаем себе отчет, что вопросы широкого признания независимости Абхазии находятся в прямой зависимости от отношения к России стран Запада, поскольку Абхазия является ее надежным партнером. Страны Евросоюза не признают независимость Абхазии, настаивая на суверенитете и территориальной целостности Грузии. И пока, к сожалению, говорить о какой-либо жесткой позиции противодействия не приходится. Надо отметить, что эта стратегия реализуется грузинской стороной и в отношении Северного Кавказа, что требует от кавказского общества и, конечно, российского ответных действий. Процессы глобализации подразумевают не только усиление региональной и глобальной взаимозависимости, но и возникновение новых угроз безопасности, требующих адекватного и своевременного реагирования. Особенно актуальным представляется анализ этих процессов в Кавказском регионе, сложным с точки зрения культурного и национального многообразия, а также являющимся сферой геополитического противостояния. Политолог Александр Скаков отметил, что у Абхазии на пути к развитию должно быть несколько главных целей. В первую очередь создание единой нации, где люди объединены общей идеей. И еще одна не менее важная, по его словам, цель – сбережение и развитие этнической составляющей страны. Любая страна в этой истории, в этом мире должна состояться и состояться не один раз. То есть история – это постоянная борьба, постоянная попытка утвердиться и выжить в этом мире. Абхазия не может быть только национальным проектом абхазского народа, но и им тоже она должна быть. Данный форум имеет хорошую перспективу в будущем. Именно эта площадка позволит реализовать многие проекты по развитию отношений между странами Кавказа, отметила в своем выступлении политолог Лейла Тания. Важно, чтобы форум рассматривал вопросы не только культурного и аналитического характера, но и вопросы взаимодействия разных этносов, социально-экономических, политических проблем. Также Лейла Тания отметила и роль России не только в жизни Абхазии, но и в целом в мире. Россия становится уверенным таким глобальным игроком на международной арене. Но и, кроме того, Россия позиционирует себя как защитник малых народов, как защитник малых государств. И это действительно такая благородная миссия, новая историческая миссия России, которая поможет решить многие вопросы, содержащие, возможно, какой-то исторический конфликтный потенциал и так далее. Итогом работы форума станет создание новой коммуникационной площадки «Кавказский клуб». Рауль Хаджимба выразил надежду, что создание подобной площадки будет воспринято положительно. И именно этот клуб даст новые возможности для того, чтобы выразить свою позицию как отдельной страны на территории Кавказа. Идея Кавказского клуба, я думаю, что это будет воспринято положительно. И надеюсь, что это будет носить уже постоянный характер. Конечно, мы проработаем многие вопросы, мы продумаем темы, которые здесь были подняты. Здесь спектр интересных и значимых вопросов будет достаточно широкий. Мы не против кого-то, мы за объединение усилий. И это позволит нам еще раз, вместе объединив все свои силы, демонстрировать всему миру, что есть Россия, есть Кавказ, есть Абхазия,
у которых есть единые задачи и цели, как у стратегических союзников и партнеров, как мы и говорили в начале, не всегда удается, особенно небольшим государствам, выдерживать натиск глобализации. Но общими усилиями мы с вами, не сомневаюсь, выстоим и будем развиваться. От себя я хочу сказать от имени представителей общественных организаций, так называемого гражданского сектора, мы уже что-то давно делаем, но наши усилия, к сожалению, были слишком мизерны. И только теперь, когда мы соединились под крылом политика, да, наверное, тогда это приобретет масштаб, и за это вам огромное спасибо, и только вперед. Также в ходе форума было отмечено, что основные вопросы и проблемы, которые обсуждались на нем, будут более детально изучены. Сария Смыр, Роберт Ломия, Леона Адлейба, Абхазское телевидение.